В этот прекрасный сентябрьский день мы рады приветствовать вас на торжественном старте международного культурно-образовательного проекта «Поезд дружбы вместе к победе», посвященного Году защитника Отечества в Российской Федерации и Году защитника Родины в Республике Саха-Якутия. Из Нижнего Бестяха в Благовещенск. Именно такой путь проделали участники международного культурно-образовательного проекта «Поезд дружбы вместе к победе». Жители Якутии из разных районов отправились в столицу Амурской области, чтобы принять участие в мероприятиях, направленных на обмен опытом в сфере патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и укрепления культурных связей. Дорогие друзья, впереди у вас обширная двухдневная программа, которая содержит в себе мероприятия и образовательного, и культурного характера. И у вас будет прекрасная возможность обменяться вашим опытом с жителями Амурской области, Китайской Народной Республики, Монгольской Народной Республики. И это такое счастье. Я за вас очень и очень рада. Главные цели и задачи акции – привлечь внимание общества к таким вопросам, как сохранение культурного наследия и укрепление межнационального единства, продолжить формирование общероссийской гражданской идентичности через изучение истории и культуры. По пути следования к делегации присоединился творческий коллектив «Энекен» из села Хатыстыр Алданского района, что добавило проекту особую атмосферу единства и дружбы. Следующей остановкой поезда стала столица Южной Якутии. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей гостеприимной Нирингринской земле. Здравствуйте! На торжественной встрече участников проекта глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк поздравил делегацию и пожелал успешной работы в ходе поездки. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и единства российского народа. Вы знаете, сегодня необыкновенно торжественный, волнительный день. Сегодня мы с вами все вместе продолжаем говорить всему миру, что мы именно та страна, что мы именно тот единый российский народ, который знает и помнит свою историю. Я от всей души хотел бы поблагодарить организаторов, идейных вдохновителей. Я не хочу нашему мероприятию давать слово «акция». Я хочу назвать это мероприятие поступком. Поступком благодарных потомков, которые своими действиями чтят и помнят своих героических предков. Спасибо вам огромное, что вы сегодня здесь, у нас, в городе Нерингри, в Южной Якутии. Вы сами видите, как мы вас ждали и как мы вас встречаем, какой погодой, необыкновенной погодой. Я от всей души хочу нас всех поздравить с этим необыкновенным событием, пожелать всем нам добра, теплоты нашим сердцам и, конечно, мирного неба над головой. С праздником! Добро пожаловать в Нерингри! Ура! По пути следования участники делегации провели различные мастер-классы, этноквесты, вечер патриотической песни, диктанты, беседы с потомками героев Великой Отечественной войны, уроки патриотического воспитания и многое другое. Во время Великой Отечественной войны мы подписали с Японией пакт о ненападении. Поэтому в 1941-1945 годах, когда Советский Союз вел войну против фашистской Германии, Япония не осмелилась напасть на нас. Они боялись, во-первых, Советского Союза, во-первых, неудачный попыток на реке Халкингон и озеро Хасан. И во-вторых, у них же был подписан с нами договор. И этого договора они придерживались. Но Советский Союз держал 40 дивизий, а это 400 тысяч военных. Даже в самые тяжелые времена, в декабре 1941, в ноябре 1941, когда фашистская Германия и их армия стояла под Москвой, 40 дивизий все равно оставались на границе с Японией, чтобы охранять нашу страну. Следующей точкой маршрута стала Тында, город, чья история неразрывно связана со строительством Байкало-Амурской магистрали. Здесь, где когда-то возводили будущее страны, встречали тех, кто призван укреплять будущее памяти и дружбы народов. Это место, где прошлое и настоящее переплетаются, напоминая о важности сохранения наследия и передачи его будущим поколениям. Что ни души, ни крупицы России.
2 дня пути, и вот он, Благовещенск. Теплый и радушный прием представителей молодежных организаций Амурской области и городской администрации прошел в дружеской атмосфере. И всех благ, всех народов. Визит делегации международного проекта «Поезд дружбы. Вместе к победе» в Амурскую область начался с торжественной церемонии возложения цветов к подножию монумента «Защитники Отечества» на площади Победы в Благовещенске. Мне кажется, что мы попали в точку именно своим проектом. Даже вот эти 2 дня, которые мы ехали на поезде, они подтвердили наше мнение. Так как нас встретили в Нерюнгри, как нас встретили в Тынде, как с нами общались проводники, как с нами общались простые пассажиры, которые за нас искренне переживали и которые говорили, как здорово, что вы сделали такую программу, акцию, проект, ну как хочешь, так и называйте. Но люди только восхищались и желали всего хорошего. Это говорит о том, что наш народ помнит и любит наших защитников Отечества. И самое главное, я пытался донести, и меня поняли вот мои собеседники, что не обязательно от даты к дате делать какие-то мероприятия. А об этом надо говорить постоянно, об этом постоянно надо напоминать. А самое главное, мы не должны забывать, что мы народ-победитель. Народ, который побеждал во всем, всегда и везде. И мы должны культивировать эту гордость. И самое главное, все мы, живущие в Российской Федерации, должны знать, мы победители. Главным итогом нашего вот этого проекта должно стать это продолжение. Продолжение проекта, акции. Я не знаю, нет, акции, наверное, нельзя его-то назвать. Это должно стать программой. Это должно пойти, по крайней мере, по Дальнему Востоку. В нем должны участвовать все субъекты Дальнего Востока. Представители принимающей страны отметили большую важность и актуальность акции «Поезд дружбы. Вместе к победе», который направлен на сохранение и популяризацию исторической памяти о героическом прошлом народов России и воспитание уважения к истории. Интересный проект, опыт встречи таких поездов патриотических уже есть у города Благовещенска. И, несомненно, интересная инициатива, объединяющая разные народы. Именно граждане России объединились в свое время для того, чтобы победить в Великой Отечественной войне. А сейчас мы должны объединиться для того, чтобы сохранить эту память и передавать ее будущим поколениям, нашим молодым людям. Поэтому такой проект интересен и для муниципалитета, и для Амурской области, и для нашего региона. Мы думаю, что постараемся найти мостик дружбы такой выстроить для тех соседей территорий, которые рядом с нами располагаются. Это еврейская автономия, Хабаровский край. Подумаем, как это реализовать. Также участники «Поезда дружбы» встретились с представителями правительства Амурской области. Мероприятие способствовало укреплению межрегиональных связей, сохранению исторической памяти и развитию дальнейших совместных проектов. Для нас было очень важно, что и правительство, и общественные организации Республики Якутия-Саха предложили Амурской области поучаствовать в данном проекте. И это международный проект большой, с представителями таких стран, как Монголия, Китай. Соответственно, и то, что Амурская область может присоединиться, принять всех участников данного поезда, для нас было очень важно. Наша молодежь уже поприсутствовала при приезде поезда в город Благовещенск. Отклики очень хорошие. Мы понимаем, что сохранение памяти об истории наших народов, о том, как мы вместе сражались за свою независимость, отражали атаки врага, это очень важно для нашего подрастающего поколения. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения проекта на весь дальневосточный регион. Было отмечено, что маршрут, соединяющий Якутск и Благовещенск с ключевыми городами, связанными с историей Великой Отечественной войны, служит мощным объединяющим мостом на основе общей исторической памяти и культурных ценностей. Очень интересная акция с точки зрения того, в каком формате она проводится, какие цели, задачи ставит перед собой. И я думаю, что и сам по себе формат, и, конечно, самое главное – это тема
этой акции, этого мероприятия, она будет стопроцентно получит очень горячий отклик от жителей нашего региона, от жителей нашей столицы. Запланирована серия мероприятий, мы очень поддерживаем такие инициативы, рассчитываем, что этот проект будет расти и развиваться. Амурская область, Республика Саха-Якутия являются давними партнерами. Наши отношения связаны на протяжении уже многих лет, десятилетий. И этому способствует заключенное в начале 2000-х годов соглашение о всестороннем сотрудничестве между нашими регионами, которое было обновлено несколько лет назад. И самое главное, у нас всегда есть конкретные планы работы с конкретными пунктами, направлениями, потому что наш регион очень много связывает. Следующий день выдался не менее насыщенным, и начался он в Амурском областном краеведческом музее, где в этнографическом центре была торжественно открыта выставка «Победа в наших сердцах», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представили экспозиции мастеров декоративно-прикладного искусства и уникальные репродукции якутских художников. Национальный художественный музей представляет экспозицию «Золотая коллекция Победы», которая через призму графического искусства раскрывает тему героизма и самоотверженности народа целью передачи осознания важности, уважения к прошлому и памяти подвигу наших предков. Среди авторов здесь представлен Лев Габышев, художник, который в то военное время активно работал в направлении плаката. Также зачинатели графического искусства, те художники, графики, которые вывели графическое искусство Якутии на небывалую высоту. Это Афанасий Мухалов, Валериан Васильев, Элей Сивцев и Ефим Шапошников. Тема защиты мира актуальна в наше время, потому экспозицию нашу венчает универсальная константа, тот знаменатель, к которому стремится общий процесс противостояния. Это, естественно и безусловно, победа света над тьмой. Мы надеемся, что наша экспозиция вызовет отклик в ваших сердцах. Ну а для школьников и студентов Благовещенска в этнографическом центре музея прошли мастер-классы представителей Союза мастеров коренных малочисленных народов Севера нашей республики по созданию амулетов, оберегов и декора одежды. Ну, в основном солнце. Солнце защищает нас. Ну, например, у меня вот это гарбада называется. Это венгийский. А головной убор дербика называется. И я хотела сегодня показать вот такой это ромбик, шахмат. Ну, головной убор национальный для мужской. А вот это у нас тангалай называется. А это что она означает? Она означает, ну, поскольку мы кочующий народ, означает там лето, зима, осень. Поэтому тут разноцветные эти бисеры. Так, и что еще? А вот эти, да, черно-белые, это следы оленя. Они едят по одной самой. Ну, след за следом, они толпой. Поэтому вот этот рисунок означает, ну, след оленей. И какое задание вы дали сегодня детям, что они делают? А детям мы делаем вот такое, это, например, танцующие лебеди. Угу. И пока еще мехом, еще приклеим тут. А девочки вот такое ручное плетение делают из бисеров. Ну, мне нравится плести из бисера, и это в колледже такое мероприятие, нас привели сюда. Сделал амулет-оберег, сделал в первый раз, в принципе, думаю, получилось. Сделал это, потому что уважаю народ Якутии. Показалось это довольно интересным занятием, поэтому и пришел на данную экскурсию. Мы делаем это в первый раз, нам очень было интересно, очень увлекательно, и тем более, когда человек, ну, можно сказать, предрасположен к этому, потому что мы с факультета педагогики, мастерства, и нам очень это нравится, понравилось очень. Кроме изделий из меха и бисера, ребята с удовольствием осваивали технику изготовления сувениров из чешуи и костей рыб. Оберег, он из костей рыбы показывает путь, вдохновляет человека, ведет человека, показывает путь. Поэтому вот разные, это все разные запчасти, это жабры, например, жабры карася, косточки разных рыб.
Вот эти плавники у меня тоже используются. На шее тоже у меня жабры. Вот эти косточки, вот эти большие косточки, если порезать, то получаются вот такие красивые тоже изделия. Это сакральный смысл, это тоже оберегает женщину. Женщина оберегает, вот, и это красота. Также в Амурском областном краеведческом музее состоялся круглый стол, посвященный вкладу народов в победу в Великой Отечественной войне. В ходе встречи исследователи, архивисты и педагоги из Якутии и Амурской области представили доклады об исторических аспектах военного времени. Широкомасштабный проект «Поезд дружбы вместе к победе» всколыхнул город Благовещенск. Действительно, сейчас на Амурских берегах идет прекрасное событие. Событие, которое заставляет нас вспомнить героев Великой Отечественной войны, вспомнить все те дела, которые приближали наших к победе. Ассамблея Амурской области рада приветствовать участников вашего проекта. Сегодня прошел круглый стол, посвященный проблемам, которые возникают в современности, которые затрагивают нашу память, историческую память о героях Великой Отечественной войны. Я думаю, что проект «Поезд дружбы вместе к победе», он в будущем объединит весь Дальний Восток. Мы надеемся, что он станет не последним и будет масштабироваться. И в следующем 2026 году на Амурских берегах мы снова будем встречать в нашем замечательном городе Благовещенске якутский проект «Поезд дружбы вместе к победе». Также в рамках запланированных мероприятий в Благовещенском государственном педагогическом университете состоялся патриотический марафон «Жить во славу Отечества». Он прошел в формате викторины, посвященной Великой Отечественной войне. Вопросы викторины касались самых разных моментов – дат, ключевых сражений, великих полководцев и многого другого. Эта викторина, суть ее в том, чтобы как можно больше вопросов задать молодежи об истории Великой Отечественной войны, о том вкладе народов разных национальностей, которые они внесли. Помнит ли молодежь ключевые даты этой войны? Вот что мы хотим узнать сегодня здесь. И вопросы разные, они с вариантами ответов, есть без вариантов ответов, есть по фильмам, по музыкальным отрывкам и так далее. То есть команды могут вообще выиграть одни, кто много знает, а другие, кто, может быть, знает хорошо фильмы, но не знает хорошо даты. И в целом и в общем все ребята очень активно проявляют свое участие. И самое главное, что звучат и правильные ответы. После того, как в ходе игры собраны бланки, ведущие объявляют правильный ответ. Таким образом, все присутствующие узнают историю Великой Отечественной войны и фактах, событиях и датах. Безусловно, этот марафон был направлен на укрепление гражданской идентичности, сохранение исторической памяти о героическом прошлом нашей страны и воспитание чувства гордости у молодежи за свою родину. Целью и задачей данного проекта является, чтобы молодежь, в частности, в большинстве своем, понимала все те ценности, которые нам были оставлены нашими предками, непосредственно участниками Великой Отечественной войны, и что данный проект служит в первую очередь напоминанием для каждого из нас и вместе с этим определенным назиданием, чтобы такого больше не происходило в мире. Как неоднократно говорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, наши враги думают, что наше многообразие культур, традиций, народов, национальностей, религий – это наша слабая сторона. На самом деле это не так. Это наша очень сильная сторона, и подобного рода проекты служат именно тем самым. Даже само название «Поезд дружбы», он основан в первую очередь на том, что представители разных народов, национальностей, религий, конфессий, вообще взглядов на жизнь вместе, бок о бок, защищали свою родину тогда, 80 лет назад. И на сегодняшний день происходит то же самое в зоне проведения специальной военной операции. И поэтому подобного рода проекты служат очень одним большим объединяющим фактором и в межнациональной сфере, и в межрелигиозной, межконфессиональной сфере. И просто она объединяет народы и огромное количество людей. Викторина вызвала большой интерес. Участники с удовольствием узнавали много для себя нового. Легкие вопросы были, наверное, с музыкой, угадать по песне. Вот. Сложнее было по фильмам определить. А так вопросы не очень трудные были, все было вполне доступно, отвечаемо.
Командный дух летал очень хороший, уверенный. Каждый, да, только вперед, только уверенность, только победа. Так как мы историко-филологический факультет, мы обязаны были знать ответы на эти вопросы. Вот, но, к сожалению, получилось так, что мы заняли 2-е место, но мы не расстраиваемся. Это значит, что нам надо подтянуть как раз-таки знания по этой теме. Вот. А так, в принципе, как команда мы получили довольно положительные эмоции. В Благовещенске наша делегация встретилась с местной жительницей Марией Пантелеевной Дердюк, которая весь 2-й день программы пребывания участников акции «Поезд дружбы вместе к победе» провела на мероприятиях, проводимых на самых разных площадках. Впечатления меня очень затронули, потому что я, как ребенок войны, пережила очень много разных и смен правительств и так далее. Но самое главное, что победа в Великой Отечественной войне, она была благодаря народам России, большой его сплоченной семье. И очень важно то, что я совсем мало знала историю, природу Якутии, и я увидела это и приняла ее всем своим сердцем. Я никогда не подумала, что на такое огромное расстояние, война шла, затрагивала Украину, Россию, нападение было. И чтобы долететь до Якутии, это нужно целых 10 часов. А матери отправили своих сыновей, и они воевали на таком огромнейшем расстоянии. Я низко кланяюсь этим матерям, потому что на таком огромнейшем расстоянии они защищали огромную родину. Значит, у этих людей такое же огромное сердце. Завершающим мероприятием акции «Поезд дружбы вместе к победе» стал концерт в Центре эстетического воспитания детей, на котором выступили творческие коллективы из Якутии и Амурской области, представив разнообразие национальных культур народов Дальнего Востока. Яркие костюмы, оригинальные номера, самобытность исполнителей вызвали у зрителей настоящий восторг. Безусловно, «Поезд дружбы» – это только начало большого и важного пути, который обязательно продолжится в будущем и оставит у его участников и жителей городов, где он побывает, самые добрые воспоминания. Как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли.